Всем привет! Сегодня мы находимся на аллее Олатау, которая имеет большое историческое значение для Казахстана. Открытие аллеи Олатау презентовано в 2018 году и приурочено к 20-летнему юбилею Астаны. Аллея расположилась между Ботаническим парком и Триумфальной аркой. Ее протяженность составляет 250, а ширина 55 метров. Олатау переводится как «Великая гора». В этом значении содержится глубокий исторический смысл. Олатау – это массив гор на юго-западе страны. Это местность священная для казахского народа. В этом регионе располагались ставки многих казахских ханов. Здесь была первая столица Алтын-Орды. В этой местности образовалось казахское ханство в 1465 году. Кроме того, на этой земле в 1728 году объединенные силы трех жузов одержали знаменитую победу над джунгарами в местности Буланты, это нынешний Байконур. Главным объектом аллеи считается бронзовый памятник «Казах еліне мың алғыс» – благодарность казахскому народу. Высота монумента составляет 13 метров. Центральной фигурой является женщина-казашка в национальной одежде, державшая детей других национальностей и народов, которых она приютила в период их ссылки в Казахстан. Возле нее стоят трое детей. Старший ребенок кавказской национальности, девочка европейской и младший мальчик кореец. Хан Ордасы – летняя ханская ставка, расположенная в центральном Казахстане в районе Олатау. В этом месте проходила церемония провозглашения казахских ханов, которых поднимали на белой кошме, и они клялись в верности своему народу. Здесь также размещена инсталляция камня, которая находится на вершине холма Алтын-Шоқы с надписью эмира Тимура, оставленной в 1391 году. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, Владыка Сущего, Святилище истины, неусыпный защитник, всесильный и всемогущий, премудрый даритель жизни и смерти. Каменные изваяния Баал-Балы в период с 8 века до нашей эры и до 13 века нашей эры. Баал-Бал – обработанный каменный столб с изображением лица человека. По мнению ученых, изваяния сооружали вокруг курганов в память об умерших. Древние тюрки считали камень вечным, поэтому цель их установки заключалась в том, чтобы увековечить память о героях и предках. Петроглифы Байконура эпохи бронзы. На скалах высечены рисунки людей, животных и сцены охоты. Здесь изображены печи для плавки меди и железа эпохи бронзы и раннего железного века. Аллею украшают скульптуры уникальных животных сайгаков. Степная антилопа. Этот вид появился еще в эпоху мамонтов. Таким образом, аллея Олатау получилась очень содержательной и насыщенной историческими фактами, ключевыми в развитии Казахстана. На этом мы завершаем наш обзор. До скорых встреч!